Истребление животных началось еще при Ниязове. Только тогда это носило сезонный характер. Животных в основном отлавливали в мешки по приказу начальников домоуправлений. В этом были задействованы уборщицы и рабочие этих домоуправлений. За каждое пойманное животное их стимулировали оплатой, примерно 2-3 маната. С приходом к власти Бердымухамедов решил полностью покончить с нашими бездомными животными. В настоящее время, после многочисленных сносов домов, дач, огородов и целых районов, люди стали выбрасывать своих питомцев, заранее обрекая их на смерть. Истреблением занимаются работники коммунального хозяйства. Задействованы все. Уборщицы от коммуналки разбрасывают повсюду отравленную колбасу. Зачастую на работу они ходят со своими детьми. Дети видят, как их матери травят животных. Скажите, что ждать от этих детей в дальнейшем? Живодеры – это не люди, специально подобранные для такой работы. Это бывшие тюремщики, наркоманы, алкоголики. То есть те, для кого человека убить не составит большого труда. Они колесят круглосуточно на оранжевых машинах в поисках жертв, орудуют зверски, применяя арматуру, заточенную на конце крюком, спарывают животики несчастным нашим животным. Таких методов у них много. Применяют лопаты и топоры, металлическую проволоку для удушения. Это садисты, не имеющие ничего человеческого. В Туркменистане есть уголовно наказуемая статья за жестокое обращение с животными. Но президенту Бердымухамедову плевать на это. По его непосредственному приказу забиваются наши собаки и кошки. Живодеров обязали делать фотоотчет перед начальством. Они считают убитые тела и получают материальное вознаграждение. По всему городу, также за городом имеются так называемые базы. Туда направляются эти машины, которых очень много. Например, я знаю, есть база в 11-м микрорайоне, Бекрова, Арзове. Машины там оставляют до утра и ранним утром свозят трупы за город, где имеется котлован, который сбрасывает мертвых и полуживых животных, поджигая их. Ведь скажите мне, в какой еще стране мира есть такие зверства на государственном уровне? Где есть такие зверства, на которые президент страны дает одобрение? В городе стоит ужасный запах разлагающихся трупов, особенно там, где есть канализационные люки. Один из работников этой системы рассказал, что канализационные коллекторы забиты трупами кошек и котят. Он лично видел, как живодеры в законе сбрасывали их туда. Скажите мне, где есть еще такая страна? В стране нет ни одного государственного приюта, но зато есть дорогостоящие, никому не нужные отели, аэропорт, яхт-клубы, строятся гольф-площадки, а на приют у президента денег нет. Я призываю мировую общественность, обратите свое внимание на Туркменистан, где в сентябре должны будут пройти игры в закрытых помещениях. Азиада, символом которой иуды от правительства выбрали щенка Алабая, в то время как собак зверски убивают. Я призываю страны-участницы, призываю спонсоров и организаторов. И посмотрите, что творится в Туркменистане. Как можно использовать такие методы в светском государстве, как его называет президент. Почему бы не перенять опыт у цивилизованных стран, у той же Турции, например, где имеются многочисленные приюты. Спорт не может строиться на крови несчастных животных. Но у президента другое мнение. В Азиаде он решил освободить страну от брошенных бездомных собак и кошек. Истребить всех до единого. Таков его приказ. И тотальное уничтожение происходит ежедневно. Руки правительства, президента Туркменистана в крови. Варварские казни животных пятном позора пачкают репутацию страны. Остановитесь, палачи. Спорт не может строиться на крови несчастных животных. Позор стране, где к празднику спорта ее президент, не гнушаясь никакими методами, решил избавиться от бездомышей. Позор.